В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Правительство Российской Федерации опубликовало параметры национальных проектов. До 2024 года затраты на 12 направлений составят 25 триллионов 725 миллиардов рублей. Из них более 13 триллионов рублей будет выделено из федерального бюджета. В экономический рост России будет вложено 10 триллионов рублей. Почти такая же сумма пойдет на комфортную среду для жизни. Более 5 триллионов рублей будет вложено в человеческий капитал. К примеру, реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» потребует порядка 4 триллионов 800 миллиардов рублей. Эта сумма распределена между 4 федеральными проектами, входящими в нацпроект. Курировать нацпроект будет вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов, а руководителем проекта назначен министр транспорта Евгений Дитрих. Для финансирования национального проекта до 2024 года будет привлечено 199 миллиардов рублей из внебюджетных источников. Программы нацпроекта «Культура» обойдутся федеральному и региональным бюджетом в 113,5 миллиардов рублей. В проект заложено создание 39 центров культурного развития, оснащение образовательных учреждений в сфере культуры, строительство и капремонт культурных досуговых учреждений в сельской местности, приобретение автоклубов для обслуживания сельского населения, а также переоснащение муниципальных библиотек, кинозалов и ремонт детских театров юного зрителя. Что касается здравоохранения, то к 2024 году Минздрав России намерен реконструировать и построить до 40 детских больниц в регионах. По данным ведомства, в стране около 50% от общего числа детских больниц не отвечает современным требованиям, нуждается в капремонте или должно быть снесено и заменено новыми. Региональные больницы для детей при этом отсутствуют в 17 регионах. К 2020 году число дооснащенных поликлиник с перепланировкой должно достичь 95% по стране. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, потребует 211 миллиардов рублей. Тема здравоохранения волнует также и жителей Нерюнгринского района Якутии, где накануне прошел традиционный отчет правительства республики. Серьезные инвестиции пойдут на развитие материально-технической базы, детской и взрослой поликлиник и больничный комплекс. Общий объем финансирования составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Также будет решен вопрос транспортной доступности района и социального обеспечения. Большое количество вопросов прозвучало. Основные из них – это реформирование здравоохранения. По нему принято решение о том, что серьезные инвестиции пойдут в развитие материально-технической базы, детская поликлиника, взрослая поликлиника и больничный комплекс. Общий объем финансирования составит порядка 1 миллиарда 700 миллионов рублей. По годам сейчас программа расписывается по источникам финансирования. Второй вопрос – транспортная доступность. Активно ремонтируются дороги. Принято решение, что в этом году улица Карла Маркса будет отремонтирована и завершается строительство дороги Невер-Якутск. Третий вопрос по социальному обеспечению. Наиболее острый вопрос коэффициентов для нерюнгринских пенсионеров. Будем продолжать отстаивать решение этой задачи на федеральном уровне. В целом отчет прошел позитивно, уверенно в конструктивной работе в будущем. Администрация Ленского района Якутии предлагает 228 рабочих мест в бюджетных учреждениях района. Больше всего вакансий соискателям предлагают в учреждениях образования. В школы требуются не только учителя, психологи, логопеды, социальные педагоги, но и библиотекари, лаборанты, повара, дворники, вахтеры. В детские сады требуются музыкальные руководители, логопеды, педагоги дополнительного образования, медицинские работники и другие сотрудники. По вопросам трудоустройства можно обращаться в отделы кадров районного управления образования, районного управления культуры, управлений и комитетов администрации района. Якутия вошла в число регионов России с самым доступным бензином. Основываясь на данных Росстата, эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России. Республика занимает 11 место в общем рейтинге субъектов. Цена бензина марки АИ-92 на середину января 2019 года составила 54 рубля 94 копейки. В тройку лидеров по доступности бензина вошли Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ненецкий автономный округ. Наименее доступным бензином оказался для жителей Северного Кавказа. Они могут приобрести в 3-4 раза меньше топлива, чем лидеры рейтинга. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.